Отчет Республиканского совета старейшин хакасского народа. Слово предоставляется председателю Республиканского совета старейшин хакасского народа Торосову Владиславу Михайловичу. Вопросы к докладчику просьба задавать через секретариат в письменном виде. Уважаемые делегаты и гости съезда, прошло 5 лет после 12-го съезда хакасского народа, где были сформулированы задачи на истекший период. Сегодня мы должны подвести итоги проделанной работы и определить круг очередных наиболее актуальных проблем, требующих своего решения. Согласно уставу, главными целями и задачами нашей организации является борьба за повышение материального и духовного уровня жизни народа, защита интересов этноса, сохранение родного языка, традиций, обычаев, развитие национальной культуры, сохранение культурного наследия народа и забота о подрастающем поколении и экологической безопасности окружающей природной среды. В отчетный период Совет старейшин стремился твердо придерживаться этого курса, добиваясь решения возникающих проблем по всему кругу названных направлений. В эти годы у нас изменилась и политическая ситуация. Вместо бездеятельного прежнего правительства к руководству пришла новая энергичная команда. В результате был введен более эффективный режим ручного управления. Основные процессы развития были взяты под контроль и стали управляться из единого центра. У штурвала управления стал председатель правительства Виктор Михайлович Зимин. В республике началась разработка и реализация ряда крупных проектов. Ускорилось экономическое и социальное развитие бюджетных отраслей. Развивается система народного образования, здравоохранения, культуры, спорта. Обновляется материальная база школ и дошкольных учреждений. Строятся больницы, ФАПы, вводятся новые дома культуры, спортивные залы. Наращивается сеть автомобильных дорог. Заметно выросли объемы сельскохозяйственного производства. Увеличиваются посевные площади, растут поголовье скота, лошадей, овец, свиней. Увеличивается производство овощей, местной товарной рыбы. Наращиваются объемы переработки сельхозпродукции. Об успехах в этих и других отраслях население хорошо информировано по докладам, с которыми ежегодно выступает глава республики, председатель правительства республики Виктор Михайлович. И здесь нет необходимости все это еще раз повторять. Большое внимание стало уделяться вопросам, затрагивающим интересы коренного населения. Жителям малых сел оказывается финансовая помощь на содержание скота, овец, лошадей, личных подворий. Улучшается благоустройство сельских поселений, где проживает основная часть нашего этноса. Уделяется внимание строительству дорог, линий электропередач, водоснабжения, теплоснабжения сел и деревень. Оперативно решаются вопросы чрезвычайного характера, связанные с ежегодными стихийными наводнениями, авариями, пожарными. У людей появилась уверенность, что при любом развитии событий населению будет оказана необходимая помощь со стороны органов власти. Ярким примером тому быстрая, хорошо организованная помощь по ликвидации последствий апрельских пожаров 2015 года, когда без крова осталось более 6,5 тысяч жителей. Спустя 5 месяцев все пострадавшие получили жилье и в основном успели подготовиться к зиме. В поселках были восстановлены или построены заново необходимые объекты коммунального и культурно-бытового назначения. Учитывая, что в числе пострадавших значительную долю занимали коренные жители, нам хотелось бы сегодня от имени Совета старейшин высказать искреннюю благодарность членам республиканского правительства, руководителям районных администраций,
и главному организатору, руководителю восстановительных работ Виктору Михайловичу Зимину. В республике стало больше уделяться внимание ликвидации ветхого и аварийного жилья, аварийных зданий и социальной сферы. Особенно отрадно то, что правительство теперь само по своей инициативе в плановом порядке занимается обновлением материальной базы школ, клубов, ФАПов в сельских населенных пунктах. Раньше это делалось только под большим нажимом общественности и по предписаниям прокуратуры. И то только тогда, когда возникала реальная угроза для жизни людей. Более организованно стали проводиться многие общественные мероприятия, и в частности национальные праздники районного, республиканского, муниципального уровня. Крупным шагом в области сохранения национального культурного наследия явилось решение правительства о строительстве нового здания Краеведческого музея. Первый зал музея, зал каменных изваяний, открытый в прошлом году, привлек внимание и вызвал восхищение у специалистов. Мнение общественности, вход нового здания музея станет знаменательным событием не только республиканского масштаба, но и в целом Сибирского региона. О внимании правительства к вопросам сохранения культурного наследия нашего народа говорит также новая инициатива исполнительной власти о включении курганной группы «Салбык» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Положительное решение этого вопроса будет показателем признания мировой общественностью памятников нашей древней культуры с ценностями мирового значения. Повысилось внимание и реальная помощь правительства Республиканскому совету старейшин по кругу его наиболее важных направлений деятельности. Особую благодарность мы испытываем сегодня к работникам Министерства культуры Республики во главе с Светланой Анатольевной Окольниковой, министру труда и социальной политики, министра Крамашова Наталья Николаевна, министру спорта и туризма, министру Денщиков Илья Васильевич, министру транспорта и дорожного хозяйства, министр Егоров Александр Леонидович. Наиболее заметные подвижки наблюдаются у нас в сфере культуры. Здесь надо особо сказать о том, что многие годы мы стремились к возрождению национальной культуры и говорили об этом как о какой-то отдаленной задаче. А сегодня мы можем утверждать или заявить, что она в основном возрождена. Мы реально живем в ней. Жители ощущают это и в маленьких деревнях, и в городах. Она проявляется в концертах и спектаклях профессионалов, в выступлениях художественной самодеятельности, в ярких красочных постановках многочисленных танцевальных и хоровых коллективов, в творчестве художников, музыкантов и литературе. Благодаря высокому уровню возрожденной культуры яркими и запоминающимися стали национальные праздники, такие как Чилпазы, Уртунтой, Чирыне, Тунпайрам, Алтын-Ас и другие. Они позволили возродить особенности национального костюма, обычаев, игр, ритуалов, кулинарных изделий и спортивных состязаний. Наши талантливые мастера горлового пения вызывают огромный интерес и восхищение среди иностранцев. В результате 6 стран направили к нам своих музыкантов для изучения опыта и обучения. В их числе Германия, Австрия, Япония, Кыргызстан и США. Большую гордость вызывает мастерство и выступление наших профессионалов. Их гастроли по России и за рубежом. Только в прошлом году буквально на ура прошли их выступления в Италии, Германии, Франции, Англии, Японии, Китае и в Крыму. В Крыму и в Якутии и ряде других стран и регионов. Предметом особой гордости является наша фольклорная группа ансамбля песни и танца «Улгер» и хореографического ансамбля «Кюнсюзы».
Народные умельцы возродили производство национальных музыкальных инструментов, а 11 из них заслужили почетного звания «Народный мастер» Чон Узе. В республике появились лауреаты литературных премий имени Моисея Ваинова и Николая Доможакова. А недавно учреждено еще одно высокое звание в области литературы – народный писатель Хакасии. Большое внимание уделяется молодым талантам. Недавно в Абакане выступала наша замечательная, талантливая скрипачка Настя Субракова, которая учится за рубежом. И правительство нашей республики оказывает ей большую материальную поддержку. Население республики радует достижения наших спортсменов, покоряющих высоты по многим видам спорта. Здесь наряду с мужчинами очень ярко проявили себя спортсменки, занимающиеся спортивной и вольной борьбой. Это Федорова Анжелика, победитель первенства России, Сарожакова Надежда, занявшая третье место на первенстве мира, Наталья Малышева, недавно завоевавшая золото на чемпионате Европы. В республике продолжалась работа по сохранению родного хакасского языка, который, как известно, отнесен к числу наиболее древних языков мира. Сотни каменных стел, установленных в долинах Елисея и Абакана, донесли до нас письменную информацию о жизни наших далеких предков. С помощью языка удалось восстановить многие события древней истории Сибири, узнать о славном героическом прошлом народа, познакомиться с историей возникновения и гибели древнего хакасского каганата, с подвигами его вождей и доблестью воинов, примерами искреннего патриотизма и честного служения государству простых граждан. Язык донес до нас знания, связанные с воспитанием подрастающих поколений, с принципами человеческих отношений, с заботливого отношения к природе. Однако ситуация с функционированием хакасского языка в силу ряда объективных и субъективных причин, и в частности в связи со снижением доли коренного населения, оказалась сложной и вызывает тревогу. Наиболее патриотичные носители языка активно борются за его сохранение. Один из них, профессор ХГУ Венедикт Григорьевич Карпов, в своей замечательной работе «Прошлое, настоящее и будущее хакасского языка» провел в этой сфере глубокое исследование и сделал выводы. Хакасский язык, основа духовности коренного народа, далеко не исчерпал свои жизненные силы. В нем сохранились все возможности выражать любые мысли в пределах сфер функционирования. В нем, как и в любом организме, продолжают действовать все языковые законы, которые ведут к дальнейшему совершенствованию его лексики, грамматики и фонетики. В нем сложились устные и письменные формы литературного языка. Сформировались все основные стили – художественный, деловой, научный. Современный хакасский язык – это действующий механизм, пригодный для общения между людьми, для мышления, накопления, сохранения знаний и передачи их потомкам. Прогнозы недоброжелателей о завершающем этапе жизни этого языка – это простая болтовня невежд. Совет старейшин уверен, что, несмотря на некоторые имеющиеся проблемы, возможности для сохранения родного языка в республике далеко не исчерпаны. Сохранить язык, считали наши предки, это значит сохранить культуру, традиции и мудрость народа. И этот наказ для всех нас остается незыблемым. Между тем у нас наметилась тревожная ситуация. Сократилась доля коренного населения, знающее и пользующее родным языком. 22% хакасов не знают родного языка. Совет старейшин считает, что на сегодняшнем съезде мы обязаны переломить ситуацию,
А для этого следует поставить задачи перед каждой хакасской семьей. Надо напомнить молодому поколению, что хакасский народ получил язык в наследство от своих далеких и славных предков и достойно принес его через многие века. Все мы, ныне живущие в Хакасе, наследники яркой древней цивилизации, которая насчитывает несколько тысячелетий. И мы не имеем права отказываться от святого наследства, от святых религий, предавать ценности своих предков. Жизнь нации продолжается. Численность хакасов неуклонно растет. Значит, родной язык наших отцов, матерей, дедов должен продолжать свою жизнь. Он нужен будущим поколениям. Поэтому сохранить свой язык и передать его потомкам – это долг каждого члена нации. Считаем, что уважительной причиной для незнания родного языка молодым человеком может быть только одно – сиротство или неполная семья. Я, кстати, лично отношусь тоже к этой категории сиротства. У нас есть неплохой опыт изучения языков. В 20 веке наши отцы ставили задачу: каждый житель Хакасии должен владеть русским языком. И народ с этой задачей блестяще справился. Все хакасы освоили русский язык, однако при этом был допущен перекос. Мы стали постепенно утрачивать родной язык, а этого допустить нельзя. Нельзя отрываться от родных корней. Надо хорошо подумать над тем, какие стимулы мы можем здесь ввести дополнительно. Но главный стимул здесь, безусловно, один. Это любовь к родине, преданность своему отечеству, к своему народу. Стоит, наверное, подумать над предложением о помощи молодым родителям, в том числе, возможно, подготовить и выпускать для них специальные словари и ряд других мер. Но это наша внутренняя, национальная, семейная проблема. Надо учитывать то, что в сфере сохранения языка у нас немало внешних препятствий. В республике не прекращаются попытки ущемления хакасского языка. Они не случайны, не единичны, и более того, они хорошо организованы, о чем свидетельствуют факты. Недостаточный объем передач по радио, телевидению, упорные многолетние попытки свертывания книгоиздательского дела, периодической литературы, недостаток газет и так далее. В последние годы ситуация здесь еще более осложнилась. Несмотря на протесты хакасской общественности, ликвидирован ИСАТ, Институт славяно-алтайской технологии при ХГУ, который готовил преподавателей хакасского языка для школ. Выше уже говорилось, что задача по обучению детей родному разговорному языку должна решаться прежде всего в семьях. И ответственность за это полностью лежит на родителях. Так это было 1000 лет назад, так это делается и теперь. А вот языковую грамотность детям могут дать только учебные заведения. Такая проблема решается, как известно, всеми нациями и народами. Например, русский язык преподается детям с возраста начальной школы и до окончания высшего учебного заведения. У нашего этноса возможности скромнее. Они ограничиваются рамками школы. Поэтому нам всегда были необходимы учителя хакасского языка для школ. Одна из задач ИСАТа как раз и состояла в том, чтобы готовить квалифицированных преподавателей хакасского языка. Но здесь появились новые препятствия. Хотя новыми их не назовешь. На протяжении многих лет чиновники системы образования проводят откровенную политику свертывания хакасского языка. Она ведется настойчиво под руководством Министерства образования и науки, в структуре которого, как известно, несколько лет назад ликвидирован отдел национальной школы. Затем почти на 10 лет приостанавливался выпуск учебников на хакасском языке. Теперь ликвидирован ИСАТ.
крайне унизительное положение поставленных в последние десятилетия Хакасское книжное издательство, где зарплата квалифицированных специалистов приравнена к ставкам техничек. А само издательство постоянно находится на грани выживания, на грани банкротства. Это для министерства это учреждение его как рассматривается как изгой. Такую линию случайностью не назовешь. Это тенденция, которая направляется конкретной личностью. Мы обратили внимание, что у нас меняются руководители правительства республики, но тенденция не меняется. Не меняется и министр образования, не меняются и отношения. Поэтому у нас да. Мы ставим вопрос перед правительством, спрашиваем у него, можно ли этот человек возглавлять систему образования национальной республики. Вернемся к ИСАТу. При его создании, помимо подготовки кадров, преподавателей, перед институтом было поставлено ряд других важных задач, в том числе развитие и совершенствование тюркских языков Северно-Алтайского региона, организация исследований в этой области, подготовка рекомендаций, связанных с языками и тому подобное. Поэтому с первых дней возникновения институт воспринимался как жемчужина и яркая особенность ХГУ. О нем с благодарностью писали жители и представители власти соседних регионов. Они выражали надежду на эффективное сотрудничество, высказывали предложения, намечали перспективы. Но все это сейчас брошено. От имени съезда мы обращаемся к ректору ХГУ Татьяне Григорьевне Красновой вернуться к проблеме ИСАТа. Теперь он именуется ИСАТ. Внимательно разобраться с кругом направления его дальнейшего развития, повышение его полезности и отдачи. Просим сделать все необходимое для его сохранения, исходя из интересов всего тюркоязычного населения Южно-Сибирского региона. Было бы целесообразно подумать о повышении престижности и востребованности выпускников ИСАТа, возможно, путем уточнения названия специальности в дипломах, имея в виду, что это должны быть не только преподаватели хакасского языка, а специалисты более широкого профиля, например, тюркологи. Учитывая большое культурно-историческое наследие коренного этноса, а также инициативу правительства республики о включении древних памятников Хакасии в список всемирного наследия ЮНЕСКО, просим также руководство ХГУ подумать о создании на базе ИСАТа специальной международной кафедры по вопросам ЮНЕСКО. Общая ситуация по ущемлению языка дает негативные результаты. Не случайно некоторые журналисты в своих выступлениях под видом борьбы за экономию средств начали ставить вопросы о ликвидации Хакнияли, нашего научно-исследовательского учреждения, о нецелесообразности вещания на хакасском языке по радио и телевидению, о необходимости признания языка хакасов мертвым языком и так далее. Если бы не своевременное вмешательство Виктора Михайловича Зимина, главы республики, и не его принципиальная позиция по этому вопросу, тема могла развиваться в очень опасном направлении. Говоря об образовании, хотелось бы затронуть еще одну тему. У нас давно назрела необходимость создания современного учебника по истории Хакасии для школ. В последнее время в этом направлении делаются некоторые попытки, но инициаторами выступают личности с весьма сомнительной научной репутацией. Есть предложение обратиться к научному сотруднику Российской академии наук
доктора исторических наук, и Козласову Игорю Леонидовичу с просьбой подготовить такой учебник под его редакцией. Игорь Леонидович считает. Игорь Леонидович – это признанный авторитет Российской академии наук в области хакасоведения. И нет сомнения, что качество и объективность учебника будут на должном уровне. Просим правительство поддержать это предложение. Совет старейшин продолжал работу по переводу хакасских детей и сирот из детских домов в семьи родственников. В последние годы переведено и усвоено в семьи родных около 200 ребятишек. 20 родителей, взявших на воспитание от 3 и более сирот, удостоены Советом старейшин звания «Человек года». В перспективе в этом вопросе у нас большие надежды на деятельность Лиги хакасских женщин «Алтынай», которой сегодня руководит Майнагашева Татьяна Андреевна. Новый состав правления начал предметно заниматься работой в области материнства и детства, усилилось внимание к сиротам, организованных постоянный учет в детских домах, отслеживается судьба детей, переданных на воспитание в приемные семьи, изучается опыт семей, где проявляется искреннее родительское отношение к приемным детям. Уделяется постоянное внимание их учебе и воспитанию, приобретению ими профессии, устройству личной жизни. Таких семей в республике и десятки. Но сегодня хотелось бы назвать некоторые из них. Это семья Коковой Светланы Кирсантьевны из Алла Трошкина, вырастившая своих 3 детей, а сейчас воспитывающая 9 приемных детей. Семья Лариса и Валерия из Алла Мохова воспитывает 6 приемных детей.